День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них и многом другом расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Заместитель министра здравоохранения республики под подпиской о невыезде. В Якутске прогремел еще один коррупционный скандал. Возбуждено очередное уголовное дело. Дома залетают, это вот просто напоминало 37-й год, по-другому я никак не могу назвать. Нашли в итоге, забрали только телефон, которым я пользуюсь, и мой рабочий планшет. Все. 20 квадратных километров сточных вод. На протоке реки Лена в районе поселка Табага зафиксирован факт слива нечистот. Чем это может грозить при наступлении паводка и кто же в итоге виноват? Ну, я житель Табаги, и я прекрасно знаю и понимаю, что это фекалии с колонии идут в речку, что туда сливаются действительно фекалки. Да. То есть действительно в поселке об этом говорят? Да, это говорят, и это ни для кого не секрет. И у нас сам поселок весь утонул уже в фекалиях. Онкологическая ситуация в Алданском районе вызывает серьезные опасения. Более 200 зарегистрированных случаев заболевания раком только в прошлом году. Как обеспечить безопасность жителей, если вода в районе насыщена радиоактивным газом? По онкозаболеваемости наш Алданский район в числе лидеров в негативном плане. 35 тонн золота в год. Власти республики ставят перед промышленниками амбициозные задачи. Сможет ли Якутия выйти на показатели золотодобычи советского периода? Перспективы достаточно понятны. Это перспективы роста. Прежде всего за счет крупных проектов в области разработки рудных месторождений золота, а также реализации того потенциала, который на сегодня пока недоиспользован, который имеется в россыпях. Добывающая и перерабатывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство и многое другое. Как в условиях современных реалий развиваются районы нашей республики? Хочется в будущем развивать и туризм, потому что наш район – это один из районов, которые созданы для благоприятного развития лыжного туризма, лыжного спорта. Поэтому эти направления тоже учтены в стратегии. Думаю, что мы сможем реализовать их. Восхищает своими красотами и манит все больше и больше любителей экзотики и экстрима. О развитии туристического потенциала республики узнавали наши корреспонденты. Я слышала про Булус, очень красивое место, где озеро никогда не тает. Далее заповедная природа Якутии просто вообще красивая очень на всех фотографиях. И вот все друзья, которые ездили, говорят, что там очень красиво. Как гром среди ясного неба, накануне буквально ошарашила и неприятно удивила новость о том, что заместитель главы Министерства здравоохранения Якутии подозревается в превышении должностных полномочий. Станет ли этот скандал очередным разоблачением коррупционной деятельности или является конфликтом личных интересов, покажет время. О возбуждении уголовного дела в отношении Людмилы Вербицкой сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Замглавы ведомства подозревают в превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланчбоксов для пациентов республиканской больницы номер 2. В Минздраве Якутии сообщили, что следственные действия связаны с деятельностью компании Медфуд, которая уже более 10 лет занимается организацией питания для пациентов ряда медицинских учреждений республики. В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая допустила умышленное нарушение положений федерального закона. При подготовке конкурсной документации для закупки в интересах республиканской больницы партии ланчбоксов, применяемых для организации питания пациентов, она, используя служебное положение, добилась внесения изменений, выгодных для одного из участников конкурса. Тем самым она нарушила конкурентные способы определения поставщика продуктов питания для нужд медицинской организации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование этого уголовного дела продолжается.
В обществе с ограниченной ответственностью Медфуд подтвердили изъятие ряда документов из офиса якутского филиала. Однако компания опровергает участие в тендере на поставку ланчбоксов, которые фигурируют в деле о превышении должностных полномочий. Так что это? Сведение личных счетов, передел интересов или действительно имеет место быть факт коррупции? Безусловно, как обстоят дела на самом деле, определит следствие. В настоящее время проводится изъятие документов в Министерстве здравоохранения. Идут необходимые следственно-оперативные мероприятия, по итогам которых можно будет делать хоть какие-то выводы. Ну а пока нам удалось получить эксклюзивные комментарии по поводу возбужденного уголовного дела у самой Людмилы Ильясовны Вербицкой. Складывается впечатление, оно на самом деле так оно и есть, что это уже выстроенная, целенаправленная деятельность, да, правоохранительных органов с целью дискредитации и меня, допустим, да, и найти какие-то непонятные улики о какой-либо корыстной или некорыстной там деятельности. Да. Дома залетают, это вот просто напоминало 1937 год, по-другому я никак не могу назвать. Нашли в итоге, забрали только телефон, которым я пользуюсь, и мой рабочий планшет. Все. И те люди, которые в черных масках зашли домой, они озвучивали, что если вы сами не захотели уехать из Якутии, да, семья, то пойдете по этапу. То есть вот это такие слова, которые звучали. Сегодня я вижу однозначно правовой беспредел, без каких-либо оснований, без на то имеющихся улик, да, просто по-пустому, с листа, который взят из интернета 2011 года, что что-то писалось по Медфуду, и вдруг, переписанное слово в слово, на этом строится обвинительный документ, по которому возбуждено уголовное дело. Были какие-то публикации, по которым главный врач дал вот неоднозначные комментарии, и, естественно, это явилось поводом для того, чтобы вот какие-то были действия предприняты в отношении меня. Это даже не мои функциональные обязанности, то есть на пустом месте, даже не понимая, что я за это направление не отвечаю, и если пояснить, что закуп питания, приобретение питания для больниц осуществляют сами руководители, осуществляют главные врачи. То есть вот логики абсолютно никакой нет. Канал «Якутия-24» будет внимательно следить за развитием событий, и обо всех новостях этого громкого дела мы будем рассказывать в нашем эфире. Ну а с наступлением апреля жителей России ждет ряд важных изменений. Главное – это индексация социальных пенсий на 2%. Она коснется почти 4 миллионов россиян. Социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и баллов, или их недостаточно для назначения страховой пенсии. Проще говоря, социальная пенсия назначается, если человек официально нигде не работал или работал очень мало. Надо отметить, что социальные пенсии по старости назначаются на 5 лет позже, чем страховые. Также на социальную пенсию имеют право инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны, а также иностранные граждане, проживающие в России, и лица без гражданства. Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля. После нынешней индексации средний размер социальной пенсии в России увеличился до 9266 рублей. Еще одно изменение коснулось автомобилистов. Со 2 апреля поменялась процедура оформления полиса ОСАГО. Так, теперь при покупке полиса можно будет самостоятельно выбирать компанию страховщика с помощью систем «Единый агент» и «Е-гарант». А в них будут представлены компании, имеющие лицензию на осуществление подобной деятельности. Ранее система назначала компанию продавца полиса автоматически. Также в рамках большой реформы системы ОСАГО коэффициент бонус-малус теперь будут устанавливать раз в год 1 апреля, чтобы избежать путаницы при расчетах. Этот коэффициент предусматривает надбавки в случае аварийного вождения и, наоборот, скидку при отсутствии дорожно-транспортных происшествий. Но, несмотря на эти улучшения в автостраховании, крупнейшие участники рынка на этой неделе подняли тарифы. Максимальный рост стоимости базовой ставки составил 33%. А сейчас дата заключения не будет играть определяющую роль.
По состоянию на 1 апреля 2019 года коэффициенты будут рассчитаны. И если у автовладельца на момент расчета коэффициента несколько значений заведено в систему, то ему будет присвоен коэффициент с наиболее низким значением. Всего 3 этапа. Вот, и, соответственно, первый вот он уже начался с 9 января. Далее сейчас вот коэффициенты бонус-малус будут рассчитаны, затем будет решена судьба коэффициентов по территориальной принадлежности и по мощности. Также с наступлением апреля теоретически следует ожидать небольшого, но понижения цен на ряд детских товаров. С начала месяца пополнился список товаров, которые облагаются сниженным до 10% налогом на добавленную стоимость. Среди новых позиций – детская продукция, в частности, детские люльки и кроватки-манежи, матрацы, одеяла и постельное белье. По сниженной ставке будут облагаться налогом трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и прочий транспорт для самых маленьких, если в них нет моторов и электроприводов, а также некоторые виды кукол и детской одежды. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, и вот о чем поговорим в продолжении программы. Чем опасен газ радон и почему ситуация с заболеванием раком в Алданском районе вызывает большое опасение. В Табаге зафиксирован слив нечистот прямо на лед протоки. Федеральная служба исполнения наказаний отрицает причастность колонии, расположенной в поселке, к этому факту. Мы продолжаем. Это программа «Якутия. День за днем». Экологической катастрофой для жителей столицы и пригородов может обернуться паводок в этом году. С наступлением ледохода город Якутск может накрыть фекальными и сточными водами. В эти дни стало известно, что исправительная колония номер 7, которая расположена на территории поселка Табага, сливает свои отходы в близлежащую протоку. Подробнее об этом в материале Дмитрия Тымырова. Общественные экологи бьют тревогу. В протоке реки Лена в районе села Табага сливаются жидкие бытовые отходы. Данный факт подтвердили в Якутском комитете охраны природы. Нами были уже 14 марта проведены рядовые мероприятия по данному факту. И были отобраны пробы воды в данном участке разлива фекальных вод, где по результатам анализа то, что это фекальные воды, факт установлен. Там превышение по аммониям очень большое. В эти дни общественники повторно съездили на место загрязнения для того, чтобы взять пробы воды и льда для последующего анализа на предмет наличия в сливаемых водах туберкулезной палочки, гепатита и других инфекций. Чуть прозрачная, желтоватая, да? Да, желтоватая вода, желтоватого цвета. Вода желтоватого цвета. Без запаха, да? Да, без запаха. Эта протока находится вдоль колонии номер 7, через вот пролесок, как вы можете видеть, что здесь пролесок, а дальше идет колония. Сегодня мы сделали 2 пробы. Одну пробу сделали на 61 градусе, это с восточной части колонии. И вот уже, наверное, в конце колонии взяли 2 пробы, которые мы сегодня отвезем, чтобы выявить наличие туберкулезной палочки и также гепатита. Общественники волнуются, что осужденные, отбывающие наказание в табагинской колонии, могут быть больны туберкулезом или гепатитом. И если подтвердится факт, что колония сбрасывает свои фекальные отходы именно в эту протоку, то городу Якутску грозит глобальная экологическая проблема и эпидемия вышесказанных болезней. Давайте рассмотрим карту поселка Табага. Территория колонии располагается в непосредственной близи вдоль протоки. Несанкционированный слив жидких бытовых отходов, как считают экологи, произошел в этом месте. На карте отчетливо видно черное пятно. Этот водоем условно назовем протокой номер 1. Далее через несколько метров протока номер 2, на которой образована большая наледь желтого цвета, пробы которой были отобраны и отданы на экспертизу. Откуда эта наледь появилась и что этому способствовало, пока остается непонятным. А вот представители исправительной колонии номер 7 категорично отрицают свою причастность к дурно пахнущей ситуации. В Рио начальника колонии уверяет, что разлив произошел не из канализационных систем, а из водозаборного колодца. Это вот отсюда откачивали, если вы видите и понимаете, что отсюда откачка происходила, а не сливалась
Откачка чего? Вот этой воды, которая идет отсюда. А это откуда идет? Это которая скважина, я вам еще раз объясняю. 10 или 12 числа у нас был порыв. Отсюда сейчас идет. Разве питьевая вода будет пахнуть? Или жители, неужели жители Табаги пьют вот такую воду? Вот я вот в это не верю. Вы попросите нашу котельную, поселковскую, чтобы они со своей скважины вам набрали воду и дали попить. Да? Я сомневаюсь, что вы будете ее пить. Там голимая сера. Ну тут запах, это явно это уже использовано. Чистая вода. Между тем, днем ранее на это же место приезжали сотрудники Государственного экологического надзора. Так, мы находимся на территории рядом с колонией. Так, вот их забор. Вот где были разливы. И сейчас мы поворачиваемся и видим трубу, из которой все льется. И запах соответствующий. И все это идет в протоку. Канализационная система колонии является вывозной, то есть все жидкие бытовые отходы колонии скапливаются в септиках и должны регулярно откачиваться с помощью асанизационной спецтехники. На сегодняшний день в нашем учреждении имеется 3 септика. Все они в рабочем состоянии. Федеральный бюджет выделяет нам финансирование на заключение контрактов по утилизации и откачке жидких бытовых отходов. На сегодняшний день у нас заключен контракт. По итогам аукциона им является ИП Савенков. Работу он производит, откачку фекальных вод, то есть своевременно. Примечательно, все опрошенные жители Табаги считают, что загрязнителем протоки является исправительная колония. Ну, я житель Табаги, и я прекрасно знаю и понимаю, что это фекалии с колонии идут в речку, что туда сливаются действительно фекалки. Да. То есть действительно в поселке об этом говорят? Да, это говорят, и это ни для кого не секрет. И у нас сам поселок весь утонул уже в фекалиях. Сливаются втихаря. С колонии, да, получается? Да из колонии, из Табаги тоже деревни. Раньше мы в ней купались, а сейчас она болотом стала. Она вот к осени болотом покрывается такой, синим и инем. Но желтая она летит, даже если она образовалась, мне думается, наверное, потому что туда нечистоты сливают, наверное. А откуда? Колония? Скорее всего, так, скорее всего. Потому что ранешние годы все проблемы шли оттуда. А какие проблемы? Ну вот когда реку загрязняли, много же было и жалоб, и всего, то это было из-за того, что сливала колония. Как нашему телеканалу сообщили в управлении Росприроднадзора по Якутии, в отношении исправительной колонии номер 7 возбуждено 2 административных дела за нарушение правил охраны водных объектов и нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта. Источник выявлен. На сегодня в рамках административного расследования были отобраны пробы. Это проблема не сегодняшнего дня, она давно там ситуация банальная. Там просто переливается, не успевают выкачивать. Коллектор, канализационный коллектор у них внутри, который расположен внутри колонии, он переливается и, соответственно, он попадает в почву и потом через мерзлый год он вытекает в сторону протоки. Таким образом, все факты пока указывают на исправительную колонию номер 7. Но необходимо учесть, что источников загрязнения протоки может быть несколько. Это должны выяснить инспекторы Росприроднадзора. А на предмет наличия инфекции в сливаемых жидкостях свое заключение должен дать Роспотребнадзор. Пока заявление общественных экологов находится только на стадии рассмотрения, между тем до половодья осталось всего около месяца. Дмитрий Тымыров, Евгений Тайтонов, Джулстан Иннокентьев, Якутия. День за днем. Напряженной остается экологическая обстановка и в Алданском районе нашей республики. Там вода насыщена радоном, радиоактивным инертным газом, который образуется в результате полураспада урана. Вопросам безопасности здоровья населения было посвящено совещание, проведенное представителями Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Роспотребнадзора Якутии. Чем опасен радон и какие меры по очистке воды существуют, в сюжете Татьяны Вахниной. Длительная слабость, субфебрильная температура, боли неясного генеза, уплотнение под кожей, резкое похудание. При появлении подобных симптомов визит к врачу откладывать не стоит. На учете у онколога состоят более 500 алданцев. Порядка 200 случаев злокачественных образований были выявлены в прошлом году. По онкозаболеваемости наш Алданский район в числе лидеров в негативном плане.
Диагноз «рак» чаще ставится мужчинам. Нельзя не отметить, что заболевание имеет тенденцию к омоложению. Что является пусковым механизмом рака? Однозначного ответа нет. Одной из причин предположительно называется радиоактивное. В поступающей в систему воде содержится радон – природный инертный газ, являющийся продуктом полураспада урана. Действительно, радон является один из, скажем так, факторов, способствующих возникновению онкологических заболеваний. Одним из факторов. На территории Алданского района имеются немалые запасы урановых руд. Его добыча открытым способом началась еще в 50-х годах прошлого века, в 100 километрах от Алдана, в россыпях речки Васильевки. Не столь давно шла речь о добыче урана неподалеку от города Томот. Радон у нас присутствовал здесь всегда, и в воздухе, и в воде. И, по крайней мере, раньше из воздуха его можно было из помещений удалить обыкновенным проветриванием, да, но в зимнее время имела такая особенность, что он накапливался в цокольных этажах, в подвальных помещениях. Первый сигнал о содержании радона в воде поступил в Роспотребнадзор Якутии в прошлом году. Сложившаяся ситуация была обсуждена на совещании с участием республиканских специалистов Роспотребнадзора и Министерства ЖКХ и энергетики. Население потребляет воду с радоном без водоподготовки на данный момент. Потом еще этот газ испаряется из воды, и мы его выдыхаем. То есть через легкие тоже поступает в организм. По химическому составу радон нестабилен. Период его распада на открытом воздухе составляет почти 4 суток. Представители Роспотребнадзора Республики дали рекомендации теплоснабжающим организациям о принятии соответствующих мер. Теплоэнергосервис уже обновил свой план мероприятий по приведению в соответствии с воды нормативным качеством. Это в основном мероприятия по аэрации воды, да, то есть чтобы радон не попадал в жилые помещения, будет принят комплекс мер. Стоит отметить, что радон в системах водоснабжения выявляется не повсеместно, не одинаково и его концентрация. 3 скважины, в составе воды из которых содержание радона оказалось высоким, были закрыты. По тем скважинам, которые функционируют, уже проводится ряд мероприятий по предварительному удалению радона из воды перед тем, как эта вода поступит в систему водоснабжения. И в настоящее время, по крайней мере, по сведениям Роспотребнадзора, эта вода не содержит радон в концентрациях, превышающих предельно допустимые. Методов очищения воды немало, однако в отношении радона действенны не все. Наиболее эффективным способом вывода инертного газа из состава воды признана аэрация, насыщение воздухом. Именно по питьевой воде мы предлагаем ресурсоснабжающей организации организовать у себя в существующих емкостях, либо оборудовать новую емкость с аэрацией воды. На совещании особое внимание уделялось вопросу обязательной очистки воды в общественных организациях. В детских садах, школах, больницах и социальных учреждениях очевидна необходимость создания радоновых колодцев. По радону, который содержится в воздухе, в помещениях зданий, по крайней мере, выработан ряд рекомендаций, и в течение летней ремонтной кампании предпримем ряд мер для того, чтобы в следующий учебный год сократить содержание радона до минимума в наших учреждениях. Системы очистки как на водозаборных сооружениях, так и в помещениях организаций будут установлены в ближайшее время. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите далее. 35 тонн золота в год. Сможет ли Якутия выйти на показатели золотодобычи советского периода? Промышленность, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство и многое другое. Как сегодня идет развитие районов нашей республики. Мы продолжаем. Это программа «Якутия. День за днем».
По итогам прошлого года золотодобывающая отрасль республики показала просто блестящие результаты и впервые в истории Якутия попала в тройку лидеров страны по объему добычи золота. Но останавливаться на достигнутом промышленники не собираются. В этом году власти республики поставили амбициозные цели по золотодобыче: выйти на показатели советского периода. Это более 35 тонн в год. Как это будет достигнуто, смотрите в сюжете Сусанны Рожиной. Якутия по итогам прошлого года побила многолетний рекорд по добыче золота – более 29,5 тонн в год. И впервые в своей современной истории вышла на 3-й позиции по стране. При этом имеется потенциал увеличения этих объемов. Перспективы достаточно понятны. Это перспективы роста. Прежде всего за счет крупных проектов в области разработки рудных месторождений золота, а также реализации того потенциала, который на сегодня пока недоиспользован, который имеется в россыпях. На сегодня добычей золота в республике занимаются 64 предприятия, 11 рудным способом, 53 рассыпным. Компании ежегодно увеличивают свои объемы. Так, флагманский район республики по золотодобыче Алданский установил рекорд – более 12 тонн в год. Кроме того, запускаются и новые инвестиционные проекты, такие как рудник Гроз в Нюрингринском районе. У нас достигают новых рекордов такие компании, как Полюс Алдан, например, которые превысили показатель в 6 тонн, даже если говорить больше, да, то есть 6 тонн 200 килограмм. То есть и уже по итогам только этих первых месяцев они превышают свои же уже собственные рекорды. Нельзя не сказать, конечно же, о планах по месторождениям, например, компания ТЗРК ПАО «Высочайший». То есть это тоже нам даст новые приросты и новые объемы. При этом эксперты отрасли возлагают большие надежды на компании, которые занимаются добычей именно рудного золота. В Якутии сегодня самым главным является, наверное, пока рассыпное золото. Но перспективы, как я уже сегодня говорил, все-таки в рудном. И первый объект, который, конечно, даст вам этот прирост довольно быстро и эффективно, это Нежданенко. Ну, в целом надо переходить к осмыслению того, что рудное месторождение – это будущее золотодобычи, конечно. Нежданинское является одним из крупнейших месторождений в стране по запасам рудного золота. Нежданинское месторождение группы компаний «Полиметалл». Рассчитываем на интенсивное вовлечение этих объемов производства, потому что занимаются они месторождением, которое входит в 4 лидеров по запасам золота в Российской Федерации. Это месторождение было открыто в Якутии еще в далеком 1951 году. В советский период, в 70-х годах, на месторождении была запущена золотоизвлекательная фабрика объемом 180 тысяч тонн переработки. Сейчас для возобновления производства проектируется новая современная фабрика. Приступили к проектированию объектов и в целом фабрики, причем новой фабрики. Так сказать, пока предварительно это решение 1,5 миллиона тонн переработки. Это будет гравитационно-флотационная фабрика. Вот. И на сегодняшний день мы в активной стадии проектирования. 2021-2022 год – это, так сказать, момент, когда месторождение целиком заработает в плане фабрики на месторождении Нежданинского, так сказать, и мы будем получать первый продукт. Также дополнительные объемы могут дать и техногенные запасы золота в россыпях. Они находятся в отвалах, которые при прежних технологиях не могли быть извлечены и в законтурных целиках. Чтобы добыть такое золото, недропользователь вынужден идти на определенные риски. Поэтому сейчас актуальной задачей является внесение изменений в нормативную базу. Сейчас занимаемся вместе с заинтересованными организациями, компаниями, добиваемся внесения изменений в нормативную базу по недропользованию, чтобы облегчить предпринимателям добычу золота из техногенных рассыпей. Это позволит, что, с одной стороны, увеличить объем производства, выпуск продукции на территории республики, с другой стороны, это позволит создать дополнительные рабочие места. У нас сотни рабочих мест в разных регионах республики и в других регионах, субъектах Дальневосточного федерального округа. Так что социально-экономическая эффективность этого мероприятия велика.
Главой Якутии Айсеном Николаевым поставлена амбициозная цель по добыче золота – быть в числе лидеров по стране. И это мотивирует самих недропользователей на новые рекорды. На сегодня пальму первенства несет Красноярский край, который добывает более 60 тонн в год. Но ресурсные потенциалы Южной и Восточной Якутии позволяют составить конкуренцию другим регионам и даже вывести республику в лидеры страны по добыче золота. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Безусловно, что кроме золотодобычи в нашей республике успешно развиваются и другие отрасли, которые требуют дальнейшего и самого пристального внимания и поддержки властей. Это добывающая и перерабатывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, туризм, легкая промышленность, лесное хозяйство и многое-многое другое. Центральная, западная, восточная, южная и арктическая. Каждая из этих 5 экономических зон республики уникальна, и каждая из них идет по своему пути успешного развития. Обо всех особенностях крупнейшего региона России расскажет Саргылана Захарова. Якутия – крупнейший регион России. Ее разделяют на 5 экономических зон – центральная, южная, западная, восточная и арктическая. У каждой из них своя специфика и потенциал. В центральной агломерации, в которую входят 11 районов, развиваются сервисный бизнес, производство стройматериалов и сельхозпродукции. Амгинский улус – одна из образцовых моделей развития сельскохозяйственного района. Местные фермеры полностью снабжают мясом и молоком не только свой район, но и поставляют продукцию в другие города республики, в том числе и в столицу. Население мы кисломолочную продукцию весь год поставляем. У нас 1200 тонн кисломолочные планы делаем. А масло животное мы 170. А так по плану заготовки молока у нас на этот год 5700 тонн молока в год. Единый заготовитель СХПК «Амга». Помимо этой компании, частные предприятия занимаются производством продуктов из дикоросов и кондитерских изделий. Легкая промышленность района сегодня на слуху у жителей всей республики. Производство – это рабочие места, а значит и стабильная зарплата и прирост населения. Здесь для комфортной жизни создаются все условия – строительство социальных объектов и жилых кварталов, поддержка молодых специалистов. Дмитрий Васильев работает в местной больнице. По программе «Земский доктор» получил подъемные. Построили дом. Переезд в родное село после жизни в городе считают лучшим решением. Пора было задуматься о том, чтобы дети росли в хороших условиях, чтобы был чистый воздух, речка, природа. Дети устроены, они сейчас заняты в детских дошкольных учреждениях. Дочка скоро пойдет в 1 класс, я тоже планирую отдать ее в лицей Амгинский. В западной зоне основные сферы деятельности – нефтегазодобыча, лесопереработка, агропромышленное производство. Крупнейший населенный пункт этой зоны – город Мирный в числе лучших по показателям экономического роста. Во многом благодаря промышленным компаниям, которые питают местные бюджеты, а эти средства, в свою очередь, направляют на поддержку социальной сферы – строительства, развития образования и здравоохранения, культуры. Южная Якутия – центры добычи золота и угля. Доля промышленности в экономике этой зоны достигает 85%. Помимо этой основной доходной части района развивают и другие сферы. Хочется в будущем развивать и туризм, потому что наш район – это один из районов, которые созданы для благоприятного развития лыжного туризма, лыжного спорта. Поэтому эти направления тоже учтены в стратегии. Думаю, что мы сможем реализовать их. Однако есть и болевые точки. Проблемы малых поселений. Жители Якакута уже не первый год просят, чтобы поселок закрыли. Из предприятий здесь только туберкулезная больница. Садика, школы и фельдшерско-акушерского пункта давно нет. Так же, как и магазинов. За продуктами жителям приходится ездить в райцентр. Да и с этим тоже непросто. Автобус ходит только раз в неделю. Поселок не спасти уже. Жизнь замерла в поселке. Строить и вкладывать миллионы в деревню, где живут меньше 100 человек, невыгодно. Якутия пока единственный регион Дальнего Востока, где не проводилось укрупнение. Закрытие малых сел, переселение людей в другие образования и, как следствие, экономия средств. Ведь уже не нужно содержать пустующие объекты, поселенческие администрации. Такие вопросы, они должны решаться с населением в первую очередь. Но надо отметить, что идет естественный процесс урбанизации. Все понимаем, что
родители хотят детям там более качественное образование, да, чтобы социальные услуги, услуги здравоохранения, образования, культуры были на порядок качественнее, чем сейчас, допустим, в отдаленном малонаселенном пункте. Второй драйвер развития республики. Именно так называют потенциал восточной зоны. Крупные месторождения полезных ископаемых, сельское хозяйство, традиционный промысел и, конечно, туризм. Полюс холода сегодня неоспоримый бренд Якутии. Самая холодная точка в мире, где живет человек. Аймякон стал местом паломничества экстремалов разных стран. И крупнейшая агломерация арктическая. Она объединяет 13 районов, в которых живут всего чуть больше 7% якутян. При этом она главный хранитель традиционного уклада жизни коренного населения. Помимо освоения недр, там занимаются оленеводством, охотничьими и рыболовным промыслами. Для развития этой зоны неприменимы стандартные модели экономики. Образ жизни северян, хрупкая природа Арктики, суровый климат и обширность территории требуют особого подхода. Будут затрагиваться и такие крупные проекты, как особые инвестиции. Да? И надо отметить, что Минвостокразвития и Арктики в настоящее время разрабатывает особые меры стимулирования и привлечения инвестиций. Потому что непосредственно развертывание каких-то крупных проектов в арктической зоне, оно всегда сопряжено с повышенными затратами. Транспортная логистика – основной фактор сдерживания прогресса в регионе. И это сказывается практически на всех сферах, будь то туризм или промышленность. На сегодняшний день стабильные сообщения имеют лишь 20% населения республики. Остальная часть в определенные периоды находится в изоляции. Решить эту проблему может только Ленский мост, который объединит все три транспортные схемы – автомобильные, железнодорожные и водные пути. Мост решит не только логистические проблемы, но обеспечит круглогодичный проезд на обе стороны реки Лена, что так важно для всех якутян. Саргалана Захарова, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Илья Лыткин, Якутия. День за днем. Ну а сейчас мы снова прервемся на пару минут и смотрите в продолжении нашей программы. Ленские столбы, Булус, Верхоянский хребет и другие уникальные места. Как привлекать в республику туристов и развивать туристический потенциал Якутии. В самой холодной точке мира, где проживает человек, в Аймяконском улусе, гостей из 5 стран собрал фестиваль «Полюс холода». Мы продолжаем. Это программа «День за днем». В последнее время все больше и больше внимания власти стали уделять развитию туризма. Как привлекать туристов, желающих познакомиться с якутской экзотикой и экстримом, уникальными природными ресурсами, красивейшими местами и богатейшей самобытной культурой народов, узнаем в материале Анастасии Даниловой. Якутия для массового туриста – это огромная малоизученная территория. И в первую очередь она привлекает своей нетронутой природой, экзотикой и экстримом. Туристический поток в республику приблизился к 200 тысячам туристов, а ежегодный прирост составляет в среднем 20-30 тысяч человек. Да, есть большие проблемы с инфраструктурой, потому что, конечно, все наши проекты, они упираются в том, что на сегодняшний день инфраструктуры практически нигде нет. Даже далеко ходить не нужно, да, напротив Ленских столбов, Титары, Батамай, там, да, все эти населенные пункты, они, конечно, на сегодняшний день не готовы к тому, чтобы там даже построить гостиницу. Для развития туриста специалисты планируют сосредоточиться на природных достопримечательностях, национальной культуре и холодном климате. Если брать в счет зарубежные страны, то наибольший поток туристов, заинтересованных в путешествиях по Якутии, обеспечивают Китай, Япония и Корея. Мы вообще ориентируемся в целом на АТР, и китайский турист, он очень такой оказался легким на подъем. У нас даже на сегодняшний день на полюсе холода преобладали как раз делегации из Китая.
Они очень хорошо относятся к холоду, то есть они не боятся ехать в такие экстремальные точки. По словам экскурсовода с многолетним стажем Александра Дьяконова, большая часть иностранных туристов, которые приезжают в Якутию, это поляки, немцы и финны. А последние годы отмечается тенденция интереса и со стороны россиян. Вот те группы, которые к нам приезжают, а в частности, допустим, российские, это люди, которые увидели на самом деле уже полмира. И они приезжают достаточно начитанными, достаточно знающими людьми, и поэтому мы от них на самом-то деле никаких таких вот негативных высказываний, комментариев никогда у нас не было. Развитие туризма требует создания сервисных услуг. В первую очередь гостиниц и хостелов разного уровня комфортности и широкого диапазона цен. Допустим, проживание в том же Полярной звезде их не удовлетворяет многих. Многие отказываются, вот именно богатые люди. То есть, а в основном, кто к нам приезжает, это люди, это действительно настоящие туристы, которые живут с минимальным бюджетом, пытаются как бы посмотреть всю нашу республику за определенный период. Но дело в том, что они-то как раз-то могут, и вот те гостиницы, которые у нас есть, их очень все удовлетворяет. То есть гостиничный комплекс, вот только действительно нужно 5-звездочный отель, наверное. Ну, хотя бы 4-звездочный. Отличительная черта Якутии – это доступность уникальных природных достопримечательностей в непосредственной близости от столицы. Величественные ленские столбы, песчаные тукуланы, уникальные булусы, водопады Кюрюлюр – все это можно посетить во время однодневных туров. Есть прекрасная усадьба Атласовых, где, да, вот по Вилюйскому тракту, где как раз вот наши традиционные верования сами Атласовы очень хорошо проводят. У нас есть прекрасный комплекс Чурмуран тоже, где можно покататься зимой на собаках, допустим, летом на лошадях. То есть там, в общем, все хорошо. Есть у нас, допустим, есть подземная лаборатория Института Мезловидения. Это такая, очень такая, в принципе, это научная лаборатория. А у нас есть Царство Вечной Мерзлоты, где в любой период можно тоже туда зайти, посмотреть и практически узнать именно о нашей мерзлоте. В последние годы набирает обороты внутренний туризм. Все больше и больше якутян предпочитают сплавы по ботам и Мумские хребты путешествиям на море. У нас есть интересный маршрут, поход в затерянный мир Индигирки. Это в горах Момы, там, где очень высокие горы, 100-метровые водопады, очень красивые озера, ледники. Вот это, скажем так, красивее места я не видел. Эксклюзив – это, скажем так, по-моему, водопад на Восточной Ханниге. Местные туроператоры отмечают, что стоимость пакетных туров для россиян и иностранцев разнится. Иностранцев, конечно, там издержки, то, что мы привлекаем переводчиков, поэтому у них это дороже получается. А для местных как бы мы делаем свои скидки, да, в размере 15% от стоимости тура. В одном не стоит сомневаться. Ближе к лету интерес к внутреннему туризму у местного населения возрастает. Традиционно наибольшим спросом пользуются направления и локации в черте Якутска и на территории Хангаласского района. И вот куда бы хотели отправиться горожане. Можно и Авалайха, например, на охоту или Оленек. Вот северные именно районы можно на охоту съездить. Я слышала про Булус, очень красивое место, где озеро никогда не тает. Далее заповедная природа Якутии просто вообще красивая очень на всех фотографиях. И вот все друзья, которые ездили, говорят, что там очень красиво. Экскурсии по промышленным предприятиям. Почему? Самое интересное, что тут есть, мне кажется. Я тут вырос просто. Кихиляхая, Аймекон, поле с холодом. Еще. На Булус, наверное, скорее всего, бы съездила. Просто потому что интересно, что-то новенькое, как раз сейчас теплеет, все тает, и почему бы нет? Если считать не за границей или куда-то в другие города, то, наверное, скорее всего, на Булус. Ленские столбы, потому что это всемирно известное место, памятник охраны ЮНЕСКО. Никогда не был, мечтаю. Это Ленские столбы и наша широченная река Лена. Потом нам нравятся очень хорошие места. Еланка,
где турбаза находится с детьми-инвалидами, а также наши и инвалиды. И еще нам нравятся очень хорошие места, синские места, амгинские места. А вы знаете, какие сунтарские места красивые? Это вообще великолепно. Еще мне понравилось очень-очень Булус. Это великолепно, это просто сказка. Это летом и такие айсберги. Это просто сказка. Вы знаете, наша Якутия самая лучшая, самая прекрасная. Помимо вышеупомянутых мест на территории столицы и ее пригородах, каждый сезон открываются новые парки, проекты и арт-объекты. А в ближайшее время жители и гостей города ожидают приятные сюрпризы. Мы сейчас прорабатываем направление Ямщицкий тракт, и там будет очень интересный объект. Это будет поющие серьги, которые будут в форме круга, ну, как Стоунхендж, стоять и сделаны специальным образом, чтобы, когда ветер на них дует, они делали такую природную музыку. Туризм в Якутии однозначно имеет огромный потенциал и уже пользуется спросом. Важно, что туристические услуги создают целый сегмент предпринимательства. И если уникальная природа Якутии сама по себе притягивает туристов из заграничных стран, то для соответствия уровня сервиса необходима комплексная систематизация всех существующих проблем. А это создание гостиничных сетей люкс-класса, комфортного транспорта и создание условий для доступности цен на авиаперелеты. Анастасия Данилова, Павел Пахомов, Григорий Охлопков. День за днем. Тем временем в самой холодной точке мира, где проживает человек, в Оемяконском улусе, селе Тамтор, гостей собрал ежегодный фестиваль «Полюс холода». Событие в том числе стало хорошим поводом обсудить накопившиеся проблемы в сфере развития туризма в республике. Подробности в сюжете далее. Самый холодный фестиваль Якутии «Полюс холода» набирает все большую популярность не только в России, но и далеко за ее пределами. Испытать себя на прочность и присоединиться к празднику холода приезжают с самых разных уголков мира. Для нас это настоящее сумасшествие устраивать праздник, который посвящен холоду. Для нас, французов, это что-то невероятное. И, конечно же, нам это позволяет познакомиться с якутской культурой, о которой у себя на родине мы мало знаем. Я впервые в Якутии. Я поражен культурой, колоритом, одеждой, кухней. Все здесь просто великолепно. Мы приехали сюда на день раньше, и нас очень сильно удивили перепады температуры. Днем было минус 27, а ночью столбик термометра упал до 40. Якутия прекрасная республика. Очень много китайских туристов хотели бы побывать здесь. Нам очень нравится как ваша природа, так и культура. Фестиваль посетил и глава региона Айсен Николаев. Он приветствовал гостей и участников события. Во второй половине дня он провел встречу с руководством района и предпринимателями в сфере туризма. Здесь у нас, слава богу, природой созданы все условия для того, чтобы привлекать туристов. Вместе с тем, конечно же, мы должны понимать, что здесь у нас должен быть разработан такой целевой проект по развитию туризма, причем именно для Оемяконского района. Туристический потенциал высок, однако ряд проблем сегодня сдерживают развитие сферы. Главное, как считают предприниматели, это сложная транспортная логистика. Мы теряем 60% просто из поступивших заявок из-за проблем у нас транспортной доступности. То есть многие отказываются от езды на автомобиле в течение суток, и это только в один конец. Вторая у нас по важности вопрос – это недостаточное количество мест размещения и отсутствие благоустройства в гостевых домах. Здесь мы теряем около 20% наших туристов. Проблема существует. За один день ее не решить, но перспективы есть. К 2022 году завершится модернизация аэропортов республики. К тому времени авиаплощадка Тамтора сможет увеличить свои возможности, выразил надежду глава региона. Все-таки мы к 2022 году, когда у нас реально транспортная инфраструктура будет по авиапортам, по Якутии уже в целом приведена в такое более-менее нормальное состояние, когда заработает новый, я надеюсь, уже реконструированный международный терминал аэропорта Якутск, мы должны все-таки здесь иметь в Тамторе авиаплощадку, которая будет способна принимать самолеты класса Ан-24. Альтернатива авиасообщению – наземный путь. Тем более, что сейчас федеральная дорога Колыма реконструируется, модернизируется, и по ней уже не то что безопасно, но и комфортно ездить. Более того, еще и приятно, когда вокруг тебя окружают такие красивые горные просторы. А после долгой дороги по самой длинной трассе Дальнего Востока энергия наполнит национальные круговые танцы. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, Тамтор, Оемяконский улус.
Вы смотрели программу «Якутия день за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. В студии для вас работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.